Ухтинский городской суд обязал местную поликлинику открыть в течение года врачебную амбулаторию в поселке Шудаяк. Сейчас в населенном пункте на 4000 пациентов только один терапевт. Еще в августе министр здравоохранения Коми встречался с жителями Шудаяга и дал понять, что амбулатория в поселке будет. Нужно только найти помещение, оборудовать его и привлечь кадры. Ольга Коняева знает детали. Истории, когда жители отдельных поселений, недовольны качеством медицинской помощи, периодически всплывают в разных регионах страны. Не хватает кадров, прохудилось здание или нет оборудования. Причины разные, но далеко не все идут отстаивать права в суд. Так случилось в ухтинском поселке Шудаяк. Жители добиваются открытия врачебной амбулатории. Когда-то она здесь работала. На этом месте у нас в поселке очень долгое время, с послевоенных лет до, наверное, 90-х или до конца 80-х, стояла амбулатория. Было централизованное отопление, горячая вода, теплый туалет. И все кабинеты, и забор анализов, и стоматологический, и процедурный, и смотровой, с огромным теплым коридором. В 1993 году то деревянное здание снесли. Амбулатория взрослая переехала в одно помещение, детское в здание совхоза Ухта. Качество медицинской помощи становилось все хуже. Жители недоумевали. Как выяснилось много позже, учреждение изменило статус. Это уже давно просто врачебный кабинет. Один терапевт на 4000 человек. Остальное в поликлинике в Ухте. Пожилым людям, которые не могут, плохо ходят, нужно до поликлиники добраться или на 2 автобусах, или такси вызывают, потому что нету. У нас автобус идет по проспекту Ленина, а поликлиника вон где. Кто не может, мы никакие процедуры нам не делают. Ну, вот хорошо, врач у нас хороший, вот она пришла домой ко мне, вот я после больницы, она там анализы, побеспокоилась, сдала на дому. Только до города ехать 9 километров, поликлиника еще дальше. Но дело не только в доступности. Закон на стороне жителей. Приказ Минздрава России гласит, в поселениях, где от 2 до 10 тысяч жителей, для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи должна быть организована именно врачебная амбулатория. Причем вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения. Это уже другой уровень, как мини-поликлиника. Для организации работы врачебной амбулатории в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие помещения: регистратура процедурная, кабинеты врачей медицинской профилактики, клиническая и биохимическая лаборатория и другие помещения. Медицинскую помощь во врачебных амбулаториях рекомендуется организовывать по профилям терапия, акушерство-гинекология, хирургия. При наличии условий и потребностей допускается расширение профилей медпомощи. Структура и штатная численность устанавливаются, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов. Люди не раз обращались к руководству поликлиники, собрали сотни подписей, но из учреждения пришел ответ, мол, права жителей не нарушены. Тогда дело оказалось в Ухтинском городском суде. Минздрав региона тем временем от создания амбулатории и не отказывался. Но изначально звучал вариант строительства в 2025 году. А пока в Шудаяге организовали 2 раза в неделю работу процедурного и смотрового кабинетов. Для этого срочно отремонтировали несколько помещений. Сейчас они уже работают. В середине августа исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев встретился с жителями Шудаяга и подтвердил – амбулатории быть. Все параметры соответствуют врачебной амбулатории. Поэтому врачебная амбулатория будет, и мы сейчас статус изменяем. Да, только это, естественно, процедура требует определенного времени, потому что мы должны привести именно помещение в статус амбулатории. Соответственно, помещение провести и получить документы. Руководитель ведомства отметил, что помимо строительства возможен вариант размещения амбулатории в уже существующем здании. Но жители поселка все же не стали отзывать иск. Решающее заседание первой инстанции завершилось. Представитель поликлиники настаивал на более длительном сроке. Ведь нужно и финансирование изыскать, и оборудование закупить. Мы по законодательству должны покупать медицинское оборудование через аукционы. А если у нас аукцион не состоится,
тогда мы можем проводить прямым договором. Но это тоже запрашиваются 3 коммерческих предложения от организаций и выбирается меньшая цена. То есть это все довольно длительная процедура. Судья удовлетворил требования жителей. На все про все дал поликлинике 12 месяцев. Решение не вступило в законную силу, поликлиника может его обжаловать. Это пока промежуточная победа. А еще для полного счастья жители просят, чтобы амбулаторию, и взрослую, и детскую, разместили в центре поселка, как и было раньше. Сейчас медицинские кабинеты на окраине. Подхода нормального нет, то есть там заносит снегом, надо пробираться по тропке. Знаете, вот по тропке пробираться, и это пробираться не 10 метров, не 20 метров, это достаточно долго идти, там собаки, собак с каждым годом, ну, как известно, у нас в Ухте становится все больше, и эта территория практически не освещается. Вот эти вещи, они достаточно неудобны именно для жителей Шудаяга. Большая часть людей, кто обращается в поликлинику, это люди пожилого возраста, либо больные, которым надо, чтобы было удобно. Просто сделать для людей. Для педиатра муниципалитет арендует площадь участника. Это около 200 тысяч рублей в год. Приемлемо, но арендодатель в любой момент может расторгнуть договор. Объединить 2 амбулатории было бы удобно. Подходящее помещение в центре Шудаяга есть. Руководитель Минздрава осмотрел объект. Нужен капитальный ремонт. Площадь 260 квадратов достаточная. Но часть в аренде у предпринимателя, который по закону уже может претендовать на приватизацию. Нюансов достаточно, потому пока в Минздраве рассматривают разные варианты.